Сәлеметсіздер ме? Сегодня мы будем говорить о законе сингармонизма или же о том, как добавлять окончания к словам. Для этого нам нужно повторить простые правила. Дыбыстар звуки, как и в русском языке, в казахском тоже делятся на две группы. Это дауысты дыбыстар, гласные звуки, және дауыссыз дыбыстар, согласные звуки. Теперь дауысты дыбыстар делятся на две. Наверняка вы знаете. Жуан – твердые, жіңішке – мягкие. Жуан дауысты дыбыстар, их всего 5. А, О, О, У. А жіңішке дыбыстар Е, Ү, И, Они мягко слышатся. Қазақ тілі үндестік заңына бағынады. То есть казахский язык подчиняется закону сингармонизма. Это как? Например, вы выходите из дома, куда-то направляетесь. Вот перед вами лежат две дороги. Первая, она комфортная, асфальтированная, чистая, так скажем. А вторая дорога грязная, нету асфальта там. Какую дорогу вы выбираете? Конечно же, первую. И в казахском языке точно так же. Наш язык выбирает легкий путь, когда выговаривает слова. Это как? Я сейчас объясню. Например, в русском языке некоторые окончания, некоторые виды окончания имеют несколько форм. Например, как окончание множественного числа можно использовать «и» или «ы». Это зависит от слова, да? Глагол – глаголы. Ручка – ручки. И в казахском языке точно так же. Некоторые окончания имеют несколько форм. Например, көптік жалғау. Множественное число имеет 6 форм. Лар, лер, дар, дер, тар, тер. Вот которую из них выбрать вам поможет в этом закон сингармонизма. Закон сингармонизма бывает двух видов. Буын үндестігі в переводе означает гармония слогов. Это и есть гармония гласных звуков. А дыбыс үндестігі в переводе обозначает гармония звуков. А это гармония согласных звуков. Сегодня мы будем говорить только об буын үндестігі, то есть о гармонии гласных звуков. Сөздің соңғы буындағы дауысты жуан болса, оған жалғанатын қосымшадағы дауысты да жуан болады. Если гласное в последнем слоге слова твердое, и в окончании будет твердое гласное. Мысалы, слово «бала» обозначает ребенок. Имеет два слога «ба», «ла». Вот в последнем слоге есть гласный звук «а», оно твердое. Поэтому мы выбираем окончание «лар», а не «лер». Бала, лар. Кітап, тар. Қол, ға. Ауыл, ға. Отбасы, ның. А все эти окончания имеют мягкие варианты тоже. Теперь попробуйте сказать балалер или балалар. Кітаптер, кітаптар. Қолге, қолға. Ауылге, ауылға. Отбасының, отбасының. Вот в каких вариантах легче нашему языку? Конечно же, во втором варианте. Балалар, кітаптар, қолға, ауылға, отбасының. Вот поэтому я и привела пример про дороги. Теперь
Сөздің соңғы буынындағы дауысты жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшадағы дауысты да жіңішке болады. Если гласное в последнем слоге слова мягкое, то и в окончании будет мягкое гласное. Мысалы, бөлмелер, а не бөлмелар. Кілемдер, а не кілемдар. Есіктер, бізге, сөздің. Вот тут я опять дала два варианта. Аналар – это правильный вариант. Аналер – это неправильно. Потому что языку трудно выговаривать слово аналер. Әкелар, әкелер. Второй вариант правильный. Теперь для вас задание. Проверьте, насколько вы поняли все, что я сказала. Вам нужно выбрать одну из двух вариантов окончания в скобке. Теперь проверьте свои ответы. Көктемде Алматының 5-ші тойға қаламды көңіл-күйім барамын. Чтоб не пропускать следующие уроки, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Сау болыңыздар!